Саламатсыз дуслар. Ярый менә без бүген җыелыштык. Килеп еттек. Яңа еллар үтеп китте. Һәм минем исемем Алсу. Мин ведущий да түгел, спикер да түгел. Бүген әз генә сезнең белән сөйләшәм. Сезнең кайфыгызны яхшы итәргә тырышам. Һәм менә беләсезме, мин үзем штаб турында сентябрьдә генә белдем. Монда килдем һәм беренче көннән үк өйдә булган кебек үземне монда сиздерәм. Йөрәккә май булып тора инде монда йөрүләр һәм шулай ук булсын бөтенебезгә. Шуңа күрә сезнең бренды, вдруг у вас есть идеи по оптимизации каких-то процессов, вдруг вы хотите что-то предложить для дальнейших мероприятий штаба, мы только рады выслушать, мы рады придумывать что-то новое, внедрять и популяризировать наше движение. Хочу сказать, безнең менә беренче тапкыр баянист апа килде. Әлфия апа бүген 6 җыр кемгә ничек була, йырлыйбыз һәм настольный уеннар уйныйбыз. Мафия, Элиас, шляпа, кеше җыелса шляпада уйнарбыз, бик кызык уен. Белмәсәгез, без бөтен нәрсәне аңлатырбыз. Шулай инде тан нәрсә әйтергә. Менә безнең Артур гел штабка йөри. Артур, сез дә берәр сүз әйтегез әле. Сез менә беренче кат килмәдегез бит. Монда ашамлык та бик тәмле, кешеләр дә бик тәмле. Бик тәмле сөйләшәләр татарча. Яратам монда йөрергә бик. Ярар. Кимдер бармы беренче тапкыр килгән монда? Хожу в штаб второй год, сам студент, познакомился с огромным количеством здесь людей, обрел даже здесь друзей, мне здесь очень нравится, моя татарская душа здесь просто поет, и всех приглашаю в штаб. Совсем скоро Рамадан, будут проводиться ифтары, будем приглашать хазратлярны о том, чтобы проводили мероприятия, встречи и рассказывали вообще про Рамадан, какие-то советы давали по тому, чтобы как можно легче и эффективнее провести этот месяц. Может, кто-нибудь хочет вообще первый раз попробовать пост поддержать, может, есть такие, поэтому это будет, я думаю, очень полезно. Это такая новогодняя открыточка. Да, у нас сегодня один из почетных гостей. Это Евгений Михайлович, который является главным архитектором соборной мечети на проспекте Мира. И он сегодня нам преподнес подарок. Снова, вот уже его одна картина у нас висела, и вот теперь такая новогодняя открыточка. Яңа ел белән котлыйбыз. Поздравляем с Новым годом! Евгений Михайлович, еще раз здравствуйте. Большое вам еще раз спасибо за такой замечательный подарок штабу татар. Я после того, когда меня муфтий Равиль Гайнудин утвердил, мы занимались интерьерами Московской соборной мечети, и он устроил так конкурс, чтобы международный конкурс был по оформлению. И мне надо было написать все эти правила и условия конкурса. Вот. И я к этому был не готов и стал изучать. Изучал я это даже на кафедре арабской филологии в МГУ. И там я понял, что Бог у нас один, и мы должны как бы сплотиться вокруг этого и поднимать свое воображение, свое знание, вместе со всеми. Вот и я сейчас стал заниматься 3 авраамическими религиями. Вот, поэтому, как-то у меня расширились вот эти взгляды, и я представляю много картин сейчас, которые будут выставляться, где-то в Москве, наверное, потому что уже она была у меня в Казани выставка, даже выставка была у меня в Италии, в Ватикане.
Ватикане, вот в сердце католицизма я выставлял свои исламские работы. Они были приняты с очень большим удовольствием и с радостью, потому что у меня такие философские работы, которые должны, ну, как бы возбуждать воображение и рассказывать вот кораническую суть вот религии ислама. И мне это нравится, потому что я рассказываю о них, показываю картины. И вот сейчас готовится, я думаю, все сложится правильно, и готовится выставка где-то в Москве и наверное, где-то по Ирану пройдет в нескольких местах. Вот, поэтому дай Бог нам здоровья и счастья. Может быть, вы присоединитесь со своей культурологией Обязательно, к нашему только за. проекту. И мы съездим тогда вот на Алтуфьевское шоссе в Духовное управление мусульман Ирана. Вот, ну, там, я понимаю, есть разные сунниты, шииты, но если мы еще внутри будем разбиваться, то тогда как мы пойдем дальше? Нам надо знать друг о друге. Если мы будем знать друг о друге больше, мы тогда будем жить радостно, счастливо, без всяких войн и без, с большим счастьем. Вот. Полностью с вами согласна, Евгений Михайлович. Каковы вообще ощущения от нахождения вот в штабе татар? Ой, в штабе татар я вообще был уже, это не первый раз, я был, уже, наверное, второй или третий год вот здесь. Мне всегда нравится, потому что я сам, не татарин, но в Казани жил с маленьких лет на улице Баумана и перекресток Мусы Джалиля. Вот там розовый домик, который был. И, мы дети были еще там 3-5 годиков, бегали друг к другу. А папа у меня служил в Кремлевском полку, и я к нему просто бегал вот так вот. Тогда троллейбусы ходили по улице Баумана. В общем, все было интересно. Поэтому с татарами у меня дружба еще с детских лет. И мне так нравится, потому что и голоса красивые, глаза красивые, и мысли приятные у всех, которые вот здесь встречаются люди. Мы со всеми можем подружиться, поделиться своими планами, и, может быть, мы их будем осуществлять вместе. Вот знаете, какой может быть классный нетворкинг в штабе, поэтому приходите, ребята. Какие почтенные гости к нам приходят, интересные. Спасибо вам большое, Евгений Михайлович, за теплые слова, за то, что пришли, за такой замечательный подарок. Да, всего вам доброго, чтобы было мир, счастье и, красота вокруг. И снова у нас сегодня в гостях почетные гости. Представьтесь, пожалуйста. Аникин Игорь Викторович. Рустам Фаизовичу я знаю уже порядка 7 лет. Я отвечаю за работу штаба татар с офицерами. Сегодня интересный день, сегодня собралась здесь молодежь. Сегодня я здесь впервые с молодежью общаюсь, поэтому очень интересно. Молодежь очень перспективная, поддерживает все традиции, очень хорошо поет, выступает. Я рад, что штаб объединяет молодежь, дает ей будущее. Даже если это не москвичи, не ребята из Питера, здесь им в Москве вместе со штабом очень удобно, практично и очень тепло и приятно. Все правда. Игорь Викторович, как думаете, вот какие перспективы могут быть развития у штаба татар? Может быть, совместно с вашими организациями? Очень хорошие перспективы коллаборации с другими университетами. Ведь школа бизнеса, школа жизни, школа социологии строится на общении с молодых лет. С молодых лет закладывается очень хорошая и правильная платформа. Поддержка государства, поддержка России, поддержка вековых традиций, знание языка и вообще знание истории. Это очень полезно для развивающейся молодежи. Можете какие-то пожелания штаба татар в честь Нового года сказать? Пожелания очень самое наилучшее развития будущего, замечательного будущего, превращения традициями, превращения уважения к старшим и развития молодежи как себя как человека. Потому что сейчас для страны тяжелые времена, и эти времена надо учитывать,
А молодежь должна развиваться, несмотря ни на что, расти, развивать свои отношения, строить семьи, рожать детей и жить на благо своей семейной ячейки и государства. Спасибо. Спасибо вам большое, Игорь Викторович, за теплые слова, за то, что пришли. Всегда рады вам, всегда ждем вас, всегда накормим, напоим вкусным чаем. Спасибо. Здесь как дома. Здесь как дома. Здесь домашняя атмосфера. Поэтому для ребят здесь очень хорошо, тепло и уютно. Спасибо вам. Спасибо Еще большое. раз.